Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Приветствую, дорогие друзья, братья, сестры, джинны, ангелы. Так как все мы с вами находимся сейчас в едином пространстве Аллаха, мне хочется от всей души, с любовью и благоговением внести свой маленький вклад в нашу вселенскую умму. Быть может, кого-то из вас название видео удивило, и, конечно же, в нем я не собираюсь призывать вас читать намаз на русском языке. Мне хочется рассказать лишь о том, насколько важно произносить внутри себя смысл на русском языке. Конечно же, вне сомнений, всем нам нужно читать намаз на арабском языке. Но если мы не будем понимать смысл, то качество намаза, глубина его переживания и глубина благодарности Аллаху за такой огромный дар может быть довольно скудной, маленькой. И только поняв на своем личном опыте, насколько это важно, я передаю вам эту информацию. Уверяю вас, видит Аллах, я говорю истину. Мой намаз, когда я выучил его на русском языке, после того, конечно же, как выучил на арабском, стал намного степеней выше, глубиннее и раскрыл для меня новые чувства. Я знаю некоторых людей, некоторых мусульман, которые в принципе довольствуются произнесением лишь арабских слов. Когда я у них спросил, знают ли они смысл, они сказали, ну, там разберутся. Братья и сестры, нет претензий к вам, пожалуйста, если вам удобно так, то можете молиться. Мне же хочется просто немножечко расширить наше понимание о намазе и все-таки передать вам эту важность осознания его на русском языке. Видите ли, наша психика работает особым способом. Я бы назвал ее простым языком система образов. Вся наша жизнь, помимо Аллаха, естественно, зависит от тех законов, которые создал Аллах. И наш организм, дарованный Аллахом, функционирует именно по его законам. Соответственно, и наш мозг работает по законам Аллаха. И когда мы касаемся такой темы, как образность, очень важно понимать, что любое произносимое нами слово, любое слово, выражаемое в пространство, имеет для каждого из нас особый смысл. И этот смысл рождает внутри нашего сознания образы. Это очень легко проверить и доказать. Например, я говорю слово «яблоко». Очевидно, что у каждого из нас сразу рисуется образ яблока. Конечно же, у каждого из нас яблоки будут свои. У кого-то красные, у кого-то желтые, у кого-то зеленые. Но сама суть, само наше понятие, что мы думаем о чем-то одном, сохраняется. То же самое касается абсолютно всех слов. И вот если я буду говорить вам, например, такие слова: доброта, любовь, гармония, счастье, богатство, благословение, рай, наслаждение, просветление, умиротворение. Согласитесь, что мы поймем эти слова на едином уровне. Даже если мы учтем, что у каждого из нас будут свои оттенки, фундаментальная основа смыслов этих слов останется для нас единой. В этом и есть чудо Аллаха, фундаментальность мироздания. То, что есть единое, на что мы можем опираться все вместе. И когда я впервые прочитал значение намаза, всей его последовательности, я был очень сильно душевно окрылен. Аллах наградил нас великой красотой. Каждое слово в намазе призвано пробудить в нас великие образы, великую красоту, благоговение перед Аллахом, благодарность Ему. И если мы снова вернемся к вопросу того, как работает психика, мы осознаем, насколько Аллах гениален. Каждое произносимое слово, известное для нас как что-то доброе, проникновенное и чувственное, способна переключить психику и наши тончайшие приемники организма в особую фазу восприятия, которая позволит в течение всего намаза чувствовать Аллаха, чувствовать Его присутствие, Его помощь. И если осознавать то, что в намазе все очень гармонично устроено, все расставлено гениальным образом, то во время него происходит колоссальное раскрытие психики, с учетом того, что вы постоянно осознаете смысл слов. И каждый раз, чем больше ваша психика раскрывается, тем более ярким становится восприятие смысла намаза. А это, в свою очередь, зарождает в вас чувство благодарности. А чем больше в вас внутри чувства благодарности, тем с еще большей отдачей вы делаете намаз. А чем большая отдача у вас в намазе, тем более яркие становятся образы, тем более снова вы наполняетесь благодарностью и еще больше вкладываетесь в намаз. Еще больше любите Аллаха и осознаете, насколько Он нас одарил великой религией.
религией. И это поистине неоценимо. Быть мусульманами – это величайший дар, который дороже всей вселенной. И делать каждый день намаз – это одно из самых лучших действий, которое может делать живой человек. Специально для вас я сейчас сделаю намаз. Не знаю, примет ли Аллах его как настоящий. Иншаллах, примет. Намаз будет на русском языке. Мне очень хочется, чтобы вся наша умма услышала, насколько великая красота наш намаз. Хвала Аллаху, Господу миров. Друзья, я прочитаю сейчас 1 ракат, так как вы знаете, что молитва повторяется просто потом 2 раз. Я удаляюсь от проклятого сатаны, приближаясь к Всевышнему, и начинаю именем Всемилостивого, милость которого безгранична и вечна. Аллах велик. Истинное восхваление принадлежит только Аллаху, Господу миров, милость которого безгранична и вечна, владыке судного дня. Тебе мы поклоняемся, и у Тебя просим помощи. Направь нас на правильный путь, путь тех, которым он был дарован, не тех, на которых Ты разгневался, и не тех, которые сошли с него. Аллах велик. Хвала великому Господу моему, хвала великому Господу моему, хвала великому Господу моему. Слышит Всевышний того, кто восхваляет Его. Господь наш, лишь Тебе хвала. Аллах велик. Хвала Господу моему, который превыше всего. Хвала Господу моему, который превыше всего. Хвала Господу моему, который превыше всего. Аллах велик. Прости меня, Господи. Прости меня, Господи. Аллах велик. Хвала Господу моему, который превыше всего. Хвала Господу моему, который превыше всего. Хвала Господу моему, который превыше всего. Аллах велик. Приветствия, молитвы и все благие дела принадлежат только Всевышнему. Мир тебе, о пророк, милость Божья и его благословение. Мир нам и благочестивым рабам Всевышнего. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад – раб его и посланник. О Аллах, благослови Мухаммада и род его, как Ты благословил Ибрахима и род его. И не спошли благословения Мухаммаду и роду его, как Ты не спаслал благословение Ибрагиму и роду его во всех мирах. Поистине Ты восхваляемый, прославляемый. Мир вам и благословение от Аллаха. Мир вам и благословение от Аллаха. Ну что ж, братья и сестры, джинны и ангелы, все любящие Аллаха и любящие Ему поклоняться. Я очень надеюсь, что где-то в глубине вас как души, появилось, быть может, маленькое зернышко дополнительной любви к Аллаху. Чем более осознанным мы делаем наш намаз, тем ближе мы становимся к Аллаху. Чем больше мы поминаем Его, тем ближе и Он к нам становится. И если у вас будет время, попробуйте выучить намаз на русском языке. И в дальнейшем, каждый раз, каждый намаз, помимо арабских слов, произносите внутри себя смыслы на русском языке. И, конечно же, если вы русский язык не знаете, то проговаривайте смыслы на своем языке. Это очень важно. Многоуровнево раскрываться для Аллаха. Братья и сестры, помните всегда, Аллах помогает всем нам. И чем больше мы обращаемся к Нему за помощью, тем больше Он рад нам помогать. Иншаллах, у вас получится. И если вы почувствуете, что ваш намаз вышел на новый уровень, пожалуйста, напишите это в комментариях. И если у вас есть такая возможность, распространите это видео среди братьев и сестер. Я очень надеюсь, что то, что я вам сегодня рассказал, наполнит вас новым вдохновением и еще более глубокой любовью к Аллаху.